поселке Подь Кайгородского района будет построена новая амбулатория. Об этом сельчанам рассказал глава Коми. Во время встречи разговор выдался продуктивным. Так, с подачи местных жителей будет расширена программа «Народный бюджет». Подробнее о визите в район Любовь Лапина. Это не библиотека в привычном понимании, где скучно и всегда тихо. С конца прошлого года это место притяжения всех жителей поселка, как взрослых, так и детей. Еще бы, ведь теперь это не просто хранилище книг, а модельная библиотека с современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. Новая не только мебель, но и сами книги. Надо к книгам, конечно, и детей поворачивать, потому что это уход в компьютер. Это у нас новая литература. Да, надо полностью учить поменяли. Читать, надо учить любить именно книгу, потому что новая техника, новое оборудование для детей. Вообще дети отсюда не выходят. Ну, конечно. А это уже местный стадион. Здесь и хоккейная, и спортивная площадки. Обустраивали их сами жители. С приобретением коробки, тренажеров и оборудования помогали не только спонсоры, но и средства республиканских грантов и проекта «Народный бюджет». Теперь жители Подзи охотно занимаются здесь спортом и физкультурой. Не хватает разве что спортивного инвентаря. Его покупку на встрече с главой Коми они просят включить в народный бюджет по возможности. Возможность такая есть, заверяет глава, и дает поручение расширить действие программы. От здорового образа жизни непосредственно к здравоохранению. Сельчан волнует состояние местной амбулатории. Здание 60-го года постройки пора бы менять. Мы сейчас по ремонту и строительству амбулаторий, ФАПов, сельских участковых и ЦРБ работаем в двух направлениях. Первое – это федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения. И, соответственно, мы отработали региональную программу, также модернизации первичного звена. Значит, вот именно амбулаторию в Подь мы включили в региональную программу. Включить федеральную не позволил процент износа строения. Всего 70%, а должно быть 81% и более. Но все же свои республиканские средства у Коми на столь нужный объект будут в 2024 году. Учреждения уже поставили финансовый план. Главное, чтобы к этому времени местные власти успели сделать землеотвод. 2024 год – это реальный абсолютно год для того, чтобы мы амбулаторию построили. Строим мы сейчас амбулатории эти за год, то есть это не какое-то глобальное строительство. Руку набили. В этом году мы сдаем 19 ФАПов. Из Подзи в сам Кайгородок. Здесь глава осматривает строящийся визит-центр местного нацпарка. Открыть его планируют к концу года. Завязывание узлов, то есть раскладывание палаток, и вот это вот такие мероприятия мы летом проводим на площадках на детской. Но этого мало, но мы хотим здесь как бы базу эту сделать, чтобы здесь непосредственно на этой территории они занимались летом. Занятия и мастер-классы как с местными жителями, так и туристами, лектории и выставки, информация о маршрутах и экологических тропах. Отныне все в одном месте. После снова встречи с населением, теперь уже самого райцентра и окрестностей. Начинается с приятного момента. Министр образования Коми вручает сертификат на новый школьный автобус. Он достанется поселку Вежью. Это продолжение масштабного обновления школьного автопарка, начатое еще в прошлом году по поручению Владимира Уйба. Разрешите, я вам передам пока сертификат, ну а дальше уже водитель получит автобус и привезет его по месту назначения. Вопросы традиционные: ремонт дорог, лекарственное обеспечение, поддержка малого и среднего бизнеса. Одна из центральных тем – строительство и ремонт социальных объектов, в частности, спортивных сооружений. Глава Коми отмечает, с 2022 года заработает новая федеральная программа по ремонту сельских и городских школ. По ней на почти 3 миллиарда рублей удастся привести в порядок 106 образовательных организаций. Высвобожденные республиканские деньги пойдут на другие цели. Если бы этой программы не было, мы вынуждены были привлекать из бюджета республики. Поскольку они высвобождаются, у нас появляется зазор с тем, чтобы мы уже начали смотреть и на спортивную отрасль, потому что она, безусловно, этого заслуживает. У нас сегодня, вот мы приезжаем, мало где, вот у вас, пожалуйста, тоже вопрос, там, по лыжероллерной трассе, там, дальше у нас будет вопрос по крытому катку, да, то есть у нас везде встает вопрос наряду с дорогами, наряду там с освещением или там
благоустройством комфортной среды, да, у нас стоят вопросы по спортивным площадкам, да, по плоскостным, по закрытым спортивным площадкам. И это говорит о чем? О том, что мы с вами переходим в качественную жизнь. Говорят и о привлечении здравоохранения специалистов, и об обращении с отходами. Без внимания не остается ни один вопрос. Все они в дальнейшем будут внимательно проработаны совместно с местными органами власти и профильными министерствами. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Кайгородский район.